بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبركة والإنعام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون أما بعد. Дорогие братья, дай Аллах, чтобы сегодняшний день и последующие дни были для нас баракатными, чтобы Всевышний Аллах принял все наши благие деяния. Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва ма арсалнака иля рахматан лил аламин». То есть Всевышний Аллах говорит нашему пророку: мы не спаслали тебя только милостью мирам. И, дорогие братья, наш пророк, алейхиссалату вассалам, для нас самая большая милость. И в свою очередь, дорогие братья, мы должны знать нашего пророка, мы должны знать биографию нашего пророка. Дорогие братья, конечно, всю биографию изучить трудно, но хотя бы в общем мы должны знать. Мы должны знать, каким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. Дорогие братья, ни один художник, какой бы он искусный не был, он не сможет нарисовать красоту нашего пророка. И ни один писатель, дорогие братья, какой бы он искусный не был, он не сможет описать красоту нашего пророка. И в свою очередь мы тоже не сможем представить всю красоту нашего пророка, но хотя бы в общем мы должны знать, какой был наш пророк, алейхиссалату вассалам. И сегодня я бы хотел описать, каким был наш пророк. И وقال علي بن أبي طالب وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Али бин Аби Талиб, двоюродный брат нашего пророка. Дорогие братья, если двоюродный брат нашего пророка не будет знать нашего пророка, то кто? И Али бин Аби Талиб, описывая нашего пророка, говорит, что наш пророк, алейхиссалату вассалам, он не был слишком высокого роста и не был слишком низкого роста. Вакана рабата минал аум, он был среднего роста. И дальше Али бин Аби Талиб говорит, описывая нашего пророка, волосы у нашего пророка не были кучерявыми, и не были они прямыми. Вакана джа'дан раджулан, волосы были волнистыми. И волосы нашего пророка, дорогие братья, доходили до мочек ушей, иногда доходили до плеч. И дальше, описывая нашего пророка, Али бин Аби Талиб говорит, что лицо нашего пророка не было мясистым, не было искуластым. Вакана филвочи тадвирун, лицо было круглое. Вакана абьяд мушрабан, цвет лица у нашего пророка, алейхиссалату вассалам, был белый, щеки были румяные. Ададжал айнейн, глаза были черными. Ахдабал ашфар, ресницы были длинными. Джалил мушаши валькатан, суставы тела были крупными. Дакикал масрубати аджрат, лишних волос на теле не было. Единственная была полоса волос от груди до пупка. Шаснал кафейни валкадамейни, кисти рук и ступни были крупными. Ида машата калла каннама ямшфиса фафи сабабин. Походка была легкая. Ваиза ильтафата маан. Когда он оборачивался всем телом. Али бин Аби Талиб, двоюродный брат нашего пророка, говорит, описывая нашего пророка, когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, оборачивался, он оборачивался всем телом. Почему? Это было из уважения к тому человеку, к которому он оборачивается. Такой был нрав у нашего пророка. И дальше, описывая нашего пророка, Али бин Аби Талиб говорит, «Бейна катифея хатиму набуа». Между его лопатками была печать пророчества. «Уа хатиму набиин». И он, наш пророк, и он был последним из пророков. Дорогие братья, после нашего пророка не было пророков. Аджвада наси кафан. И дальше, описывая нашего пророка, Али бин Аби Талиб говорит, что наш пророк Аджвада наси кафан, он был самым щедрым из людей. Ва аджра наси садран, он был самым смелым из людей. Ва асдака наси лахджатан, он был самым правдивым из людей. Ва ауфа наси зимматан, он был самым верным из людей. Ва альяну амарикатан, он был ва акрамхам ишратан, он был самым мягким из людей. Ман раху бадихатан хабаху, кто его неожиданно видел, чувствовал к нему уважение. Ваман халату марафатан ахаббаху, а кто его знал, его любил. Дорогие братья, невозможно не любить нашего пророка. Невозможно, дорогие братья, не любить такого человека. И Али бин Аби Талиб дальше говорит, «Якулу наитуху», а тот, кто его описывал, он говорил, «Лам аракаблуху вала ба'ду амислаху», до него и после него не видел я ему подобно. Дорогие братья,
До него и после него не было ему подобных, поэтому не видел человек до него и после него ему подобных. Вот таким вот был наш пророк, дорогие братья. Вакалла Анас ибн Малик, сподвижник нашего пророка, который 10 лет находился рядом с нашим пророком, который 10 лет ухаживал за нашим пророком. Анас ибн Малик говорит: когда не стало нашего пророка, не набралось бы и 20 седых волос на его бороде и на его голове. Дорогие братья, 20 седых волос не набралось бы на голове и бороде нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Седые волосы у нашего пророка были на виске и были под нижней губою, и все. Дорогие братья, Бара ибн Малик, сподвижник нашего пророка, говорит, описывая нашего пророка Кана Марбуан, что наш пророк, алейхиссалату вассалам, был среднего телосложения. Баида мабейна манкибейхи, плечи у него были широкие. Лау шаару, не было его шахмата узунейхи, волосы доходили до мочек ушей, иногда до плеч. И Бара ибн Малик говорит: раэйту фи хуллатин хамра, лам ара шейн атту ахсана минху. И в один день, говорит Бара ибн Малик, я увидел его, на нем была одежда красного цвета, и я не видел ему подобных. В другом хадисе Бара ибн Малик говорит: кана ахсана наси вачан, он был самый красивый из людей. Ва ахсана мухалкан, и нрав у пророка был самый лучший. Дорогие братья, у нашего пророка, алейхиссалату вассалам, нрав был самый лучший, и он сам был самый красивый. И когда у Бара ибн Малика спросили, лицо у нашего пророка было ли подобно мечу, то есть блестящее подобно мечу, он сказал: нет. Но лицо нашего пророка было подобно луне, сказал в ночь полнолуния Бара ибн Малик. Таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам, красивый. Вакалат Рубайя бинту Муаввизин, женщина, которую звали Муаввид, Рубайя бинту Муаввиз, говорит: лау раайтаху раайта шамс алятан. Если бы ты увидел его, то тебе показал бы, что ты видишь восходящее солнце. Дорогие братья, восходящее солнце, какое оно красивое бывает. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, был подобно восходящему солнцу. Вакала Джабир ибн Самура говорит, сподвижник нашего пророка: раайту фи лейлати исхиянин, я увидел его в ночь полнолуния, когда луна бывает полная. فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عندي من القمر. И Джабир ибн Самур говорит, что в ночь полнолуния, когда луна была полная, так получилось, что посланник Аллаха и эта луна оказались передо мной. И Джабир ибн Самур говорит: я посмотрел на луну, после этого на посланника Аллаха. И после этого Джабир ибн Самура говорит, что для меня посланник Аллаха был красивее, чем эта луна. Вот таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. Абу Хурейра, сподвижник нашего пророка, говорит: ма раайту шейн ахсана мир Расулиллах саллаллаху алейхи вассалям, ва канна шамс таджри фи вачхи. И не приходилось мне видеть никого прекраснее посланника Аллаха, ибо казалось, что лицо его озаряет солнечный свет. Дорогие братья, таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. Вакала Каб ибн Малик, сподвижник нашего пророка, говорит, описывая нашего пророка, каким он был. Кана ида сурра истанара вачху хатта кану китату камрин. Когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, радовался, когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, был доволен, его лицо озарялось, как будто бы это был кусок от полной луны. Но, дорогие братья, وَكَانَ إِذَا غَضِبَ إِحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا غُفِّيَ فِي وَجْنَتَيْهِ حَبُّ رُمَادٍ. Но когда он злился, лицо его становилось красное, и казалось, что на его щеки выдавили сок из зернышек граната. Таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. Джабир ибн Самура, сподвижник нашего пророка, говорит, описывая нашего пророка: «Ваканна ла ясфаку иля табассуман». Наш пророк, алейхиссалат, не смеялся, только улыбался. Вот такой вот нрав был у нашего пророка, дорогие братья. «Вакунту иза назарту илей култу акулу айнейн улейся биакул». И глаза у нашего пророка были такие красивые, говорит Джабир ибн Самура. Когда я смотрел на эти глаза, мне казалось, что они накрашены сурьмой, но они не были накрашены сурьмой. Они сами по себе были такими красивыми, говорит Джабир ибн Самура. Вакала Ибн Аббас, сподвижник нашего пророка, хабруль умма, он говорит: кана афуладж саниятейни. То есть передние зубы, между передними зубами была маленькая щель.
وإذا تكلم رؤيا كنور يخرج من بين ثناياه. А когда он разговаривал, говорит Ибн Аббас, из этой щели выходил нур, выходил свет, дорогие братья. Таким был наш пророк, дорогие братья. И дальше, описывая нашего пророка, Ибн Аббас говорит: «Вакана фи ашфари гатафун», ресницы у него были длинные. «Вафилияти касафатун», борода была густая. «Вакана васи аль-джабин», лоб был широкий. «Азаджал хаваджиби фи гайри карн байнухама», длинные, но не сросшие брови. Длинные, но не сросшие брови. Таким был наш пророк, дорогие братья. Вакала Анас, дорогие братья, Анас ибн Малик, сподвижник, который 10 лет служил нашему пророку, говорит: «Мамма стисту хариран, валади баджан, алина мин кафи набия». Анас ибн Малик говорит: мне не приходилось прикасаться к шелку, к дибаджу или еще к чему-нибудь еще, который был бы мягче рук посланника Аллаха. Такие мягкие были руки нашего пророка. И дальше Анас ибн Малик говорит: «Ма шамимту инбаран ад, вала мискан, вала шейн ад ибн мирриха ау ирфи Расулиллах саллаллаху алейхи вассалям». Анас ибн Малик говорит: мне не приходилось вдыхать аромата мускуса, аромата духов, которые были бы прекраснее ароматы, который исходил от посланника Аллаха. Дорогие братья, наш пророк, алейхиссалату вассалам, если он не душился, от него исходил приятный запах. Дорогие братья, даже пот нашего пророка был приятного запаха. Вакала Абу Джухайфа говорит: «Ахасту бьядихи». Абу Джухайфа говорит: я взял его за руку. «Хваджаттуха ала вачи», и эту руку я положил себе на щеку. «Файдахия абурда мин селч», и я почувствовал, что вот эта вот рука, она прохладнее, чем снег. И эта рука, от нее исходил запах приятный любого мускуса. Таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. Дорогие братья, сподвижники нашего пророка, когда наш пророк куда-нибудь уходил, как они узнавали, куда он уходил? Они шли по запаху. Они по запаху узнавали, куда уходил наш пророк, алейхиссалату вассалам. Вот такой вот приятный запах был от нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, гладил людей, гладил детей, и когда он гладил детей по голове, много времени проходило, как вот этот вот запах нашего пророка оставался на голове вот этого ребенка. Джабир ибн Самура говорит: «Вакана сабиян», когда он был ребенком, «Масаха хади, ваваджатту лияди бардан аурихан, каннама ахраджа мин джунати аттарин». Джабир ибн Самура говорит: когда я был маленький, посланник Аллаха прикоснулся ко мне в щеку, и я почувствовал такую прохладу, и я почувствовал такой аромат, говорит Джабир ибн Самура, как будто бы эту руку вынули из корзин продавца благовоний. Вот таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. Анас ибн Малик что говорит? Кана арак улулу. Он говорит, что его пот был подобен жемчугу. Пот, дорогие братья, нашего пророка был подобен жемчугу. Вакалат Умму Сулейм это женщина. Это женщина, которая была матерью Анаса ибн Малика. Это женщина, которая была жена Абу Талхат ан-Ансари. Это женщина, которую любил наш пророк, алейхиссалату вассалам. Что она говорит? Его пот благоухал подобно лучшим благовониям. Таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. Дорогие братья, наш пророк иногда проходил к Анасу ибн Малику, в обеденное время отдыхал. И когда в один день, когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, отдыхал в доме у Анаса ибн Малика, когда была жаркая погода, и на лбе у нашего пророка появился пот. И Умму Сулейм, мать Анаса ибн Малика, она взяла бутылочку, подошла к посланнику Аллаха и начала собирать вот этот пот. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, проснулся и спросил у нее: что ты делаешь? Она сказала: я собираю этот пот, ибо этот пот благоухает подобно лучшим благовониям. Мы сделаем из этого пота духи, сказала Умму Сулейм, то есть мать Анаса ибн Малика. Вот таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. Дорогие братья, когда не стало нашего пророка, Али бин Аби Талиб, двоюродный брат нашего пророка, он говорит, что я зашел к посланнику Аллаха после его смерти. Я начал искать признаки умершего. И Али бин Аби Талиб говорит, что я не нашел ни одного признака умершего посланника Аллаха. И Али бин Аби Талиб говорит, что я сам себе сказал: какой ты был прекрасный при жизни и какой ты прекрасный сейчас. И после этого Али бин Аби Талиб говорит: я почувствовал такой аромат
которого до этого я не чувствовал от посланника Аллаха. Дорогие братья, вот таким был наш пророк, алейхиссалату вассалам. Такой был красивый наш пророк, такой был приятный наш пророк, алейхиссалату вассалам. И такой был прекрасный нрав у нашего пророка. И мы, в свою очередь, что должны делать? Любить этого пророка, любить нашего пророка, любить посланника Аллаха, дорогие братья. Любить, как сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. А что сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам? Наш пророк, алейхиссалату сказал: «Ла ю'мину ахадукум хата акуна ахаббу илейхи мин валидихи волди ванаси аджмаин». Из вас никто не уверует, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам, если он не будет любить меня больше, чем своего отца, больше, чем своего сына и больше всех людей. Дорогие братья, если мы вот так вот полюбим нашего пророка, мы будем с ним в раю, рядом с ним, дорогие братья. Почему? Потому что наш пророк что сказал? «Ман ахаббани канна ма'i фил джаннати». Тот, кто меня полюбит, будет со мной в раю, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Дорогие братья, дай Аллах, чтобы мы действительно оказались в раю вместе с нашим пророком. Аджарани Аллаху та'ала ва яка мин азабил алим ва гафара